Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – мир образов полифонической музыки. Полифония – одна из самых ранних форм музыки. Ее возникновение относится к XIX веку. В переводе с греческого языка слово «полифония» означает «многозвучие». Оно указывает на то, что речь идет о музыке многоголосной, вокальной, вокально-инструментальной или чисто инструментальной. С полифонией, как правило, связывается тот мир музыкальных образов, который зародился в области церковной музыки. Своего расцвета полифоническая музыка достигла у мастеров Средневековья, Возрождения, в творчестве Иоганна Себастьяна Баха, у композиторов последующих эпох Моцарта, Бетховена, Верди, Брамса и многих других. Чем же отличается эмоциональный мир полифонии, этой обширнейшей области творчества, господство которой длилось в музыке свыше 5 столетий, с XIX по XVII век? Большинство полифонических произведений этого времени отмечено сдержанностью чувств, свободой от всего бытового, суетного, повседневного, ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу, говорит старый художник в повести Гоголя «Портрет». Это вечное стремление к Богу и есть то главное, что отличает полифоническую музыку прошлых столетий. Смотритесь в изображение великих мастеров живописи, и вы ощутите высокий покой, свет, чувство нежной любви. Точно так же свет и покой излучает полифоническая музыка. Ее воздействие на душу человека всегда было необыкновенно возвышающим, облагораживающим. Исполнялась она, как правило, в храме с его прекрасным и величественным интерьером, где высота колонн и стен подчеркивала устремленность к небу. А если учесть, что эта музыка звучала в исполнении органа, полного торжественности и мощи, то сила ее воздействия многократно усиливалась. Давайте вспомним звучание органной хоральной прелюдии Иоганна Себастьяна Баха «Я взываю к Тебе, Господи». Ее неторопливый темп, строгость, сосредоточенность вызывают состояние возвышенного покоя, благородной сдержанности и красоты. Какие же законы отличают полифоническую музыку? Прежде всего, в ней присутствует несколько голосов, каждый из которых ведет самостоятельную мелодическую линию. Такое равноправие голосов ярко проявляет себя в простейшем полифоническом жанре канона.
Давайте сейчас послушаем канон «Да будет мир» Вольфганга Амадея Моцарта. Обратите внимание на звучание канона. Главная начальная мелодия, звучащая в первом голосе, переходит во второй, затем в третий. Причем звучание мелодии во втором и третьем голосах повторяется предельно точно. Такой прием повторения в музыке получил название имитации. Одновременное звучание всех трех голосов подчинено закону благозвучия. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.